У маленьких пловцов, дошколят и школьников, посещающих секцию Республиканской школы Олимпийского резерва «Алдан», важный старт. Ребятишкам предстоит преодолеть заданную дистанцию свободным стилем и на спине. Объявленный в Якутии год детства в Алданском районе начался с масштабного и яркого спортивного события. В бассейне «Энергетик» состоялось открытое первенство по плаванию. Соревнования были районными. Между тем, с алданскими спортсменами силами померились ребята из других городов Якутии. 160 участников со всего района, а также у нас представители города Якутска, поселка Жатай, спортивной школы по плаванию. Детишки у нас разного возраста. Самые маленьким у нас 6 лет. Наряду с контролем времени оценивалась техника плавания. За выходящих на старт ребят горячо болели товарищи по команде. Морально поддержать пловцов пришли близкие и друзья. Для многих участников эти соревнования стали первыми, и родители волновались едва ли меньше, чем спортсмены. Первые соревнования в жизни, я так вообще переживаю. Надеюсь, что мы добьемся каких-нибудь результатов, даже если результат будет не тот, на который рассчитываем, все равно это результат. Заплывы проходили в течение 3 дней. Сильнейшие пловцы определились во всех возрастных категориях. Соревнования дали возможность каждому спортсмену объективно оценить собственные силы и понять, над чем еще необходимо поработать. В спорте, как известно, предела совершенству нет. После реконструкции, продолжавшейся 9 лет, бассейн «Энергетик» впервые принял столь большое количество участников. В последний раз такие масштабные соревнования по плаванию в Алданском районе проходили более 20 лет назад. Сейчас спортивные традиции возрождаются. У нас же хорошие традиции были еще в бытность, когда это была собственность ЮАС, так сказать, ДРСК. Очень много было хороших, талантливых спортсменов, были мастера спорта подготовленные. Очень много побед было наших. С открытием бассейна в 2021 году популярность водного спорта среди подрастающего поколения продолжает расти. И уже сегодня рассматриваются перспективы развития плавания. Мне кажется, уже в будущем встает вопрос о строительстве еще одного бассейна в городе Алдане, потому что на самом деле потребность в плавании, в развитии физкультуры и спорта в области плавания, она в Алданском районе растет. Юные алданцы покоряют новые высоты в разных видах спорта. Профессиональный рост очевиден. Столь высокую оценку уровню подготовки каратистов дал чемпион мира по карате Александр Еременко, являющийся куратором Алданской федерации карате до Киокушинкай. Я уже не первый раз приезжаю. Первые разы у нас были такие вводящие тренировки. Я посмотрел, что ребята могут. Потом я приезжал, давал задания. И вот каждый раз я приезжаю. Ребята все лучше, лучше, лучше. И мы поднимаем уровень. В декабре Александр Еременко прибыл в Алдан, чтобы провести аттестацию на пояса по карате до Киокушинкай. В этот раз экзамен сдавали 80 спортсменов. Я занимаюсь карате 7 лет. Сейчас нам предстоит сдача на пояс. К нам приехал абсолютный чемпион мира Еременко Александр Евгеньевич. Сенсей 4-й дан. Непосредственно накануне экзамена Александр Еременко провел для ребят тренировку. В ходе мастер-классов сенсей продемонстрировал спортсменам ряд навыков из боевых практик. Параллельно чемпион мира по карате оценивал технику владения боевым искусством и точность движений. У нас в этот год 3 претендента на черный пояс. Сенсей их посмотрит. И если ребята хорошо все себя покажут на сборах, то на летней школе уже у нас от 3 до 5 человек будут принимать участие в аттестации на черный пояс. Пояс для каратиста – это символ усердия и труда, возложенных на алтарь самосовершенствования. Цвет пояса отражает глубину освоения искусства карате и степень духовной зрелости спортсмена. Безусловно, терпением, уравновешенностью и дисциплинированностью ребята обладают. Однако накануне экзамена волнение все же присутствовало. Настроение волнительное, потому что сенсей приезжает к нам раз в год. Он проводит аттестацию для младших и старших поясов. Тем более сейчас он приехал в новом статусе абсолютного чемпиона мира. Александр Еременко отметил, что Алданская федерация карате развивается активно. Ребята самосовершенствуются и достойно представляют мастерство на площадках регионального, всероссийского и международного уровней.
Совсем скоро юношей и девушек ожидает очередное испытание. Уже в феврале они представят Якутию в первенстве Дальневосточного федерального округа. А предварило соревнование радостное и долгожданное событие. Для каратистов решился вопрос с местом занятий, не терявший актуальности со времени образования федерации. Теперь тренировки у ребят будут проходить в спортзале городской гимназии. Его торжественное открытие состоялось буквально на днях. По инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в рамках единой субсидии по развитию Дальнего Востока были включены детские спортивные залы для общеобразовательных учреждений. Надо сказать, что этот проект поддержал Трутнев Юрий Петрович, уполномоченный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном округе. И мы построили самый большой спортзал из той программы, которая нам была предложена. В прошлом году на средства единой субсидии президента Российской Федерации Владимира Путина в Якутии началось строительство 3 школьных спортивных залов. Вопрос курировался Дальневосточным постпредством и руководством Якутии. Этот спортивный зал один из 50, который мы строим в рамках поручения Юрия Петровича Трутнева совместно с Минвосток развития, Министерство по развитию Дальнего Востока, как-таки при полной и всяческой поддержке региональных, в данном случае республиканских и районных властей. В современном модульном помещении у гимназистов будут проходить уроки физкультуры. Возможность для проведения тренировок здесь получат и другие спортивные коллективы. Кроме того, открытие спортивного зала даст старт реализации проекта «Киоки-Шункай» в школы. Больше и больше детей хотят заниматься именно карате Киокушинкай. И каждый год очень много желающих приходят в нашу секцию. И у нас есть также внеурочная деятельность в 9-й школе. И сейчас вот зал для детей построили здесь. Поэтому это очень здорово. Алданский район богат достижениями как в спорте, так и в искусстве. С 2013 года в Якутии реализуется проект «Музыка для всех». Старт ему дал первый президент республики Михаил Ефимович Николаев. Десятилетие проекта было ознаменовано рождением нового коллектива – сводного детско-юношеского оркестра народных инструментов. Подобного рода ансамбль в республике стал вторым. Ранее детско-юношеский симфонический оркестр появился в Якутске. Главной нашей задачей является то, что мы должны заинтересовать наших ребят игрой на народных музыкальных инструментах. Ну, во-первых, потому что это наши традиции. Ну, а во-вторых, несомненно, это будет развивать в них духовность. На первом концерте под названием «Энергия музыки» таланты зрителям представили воспитанники музыкальных школ Алдана, Тамота и Нижнего Куранаха, а также студенты музыкального колледжа. Самыми юными артистами стали 7-летние ребята. На базе колледжа у нас был оркестр такой учебный, где мы совместили и детей, и студентов. То есть такой проект уже где-то у нас созревал. Потом появилась летняя творческая школа в Тамоте. 2 года вот как смена там работает. И в итоге все это вылилось вот в такой сводный оркестр детско-юношеский, потому что здесь и дети, и молодежь до 20 лет. Работа по созданию оркестра началась больше года назад, и опыт совместного музицирования у юных артистов имеется. Хотя, конечно, перед выходом на сцену ребята волновались. Первый концерт вновь образованного коллектива имел бесспорный успех. Главной наградой для оркестрантов стала признательность слушателей. На будущее юные артисты и их наставники возлагают яркие надежды и строят смелые планы. Планируем выезды совместные, где искусство наших детей исполнительское смогут оценить представители города Якутска, нашей столицы, представители Мегино-Кангаласского района. В перспективе мы планируем, что к нам присоединится и Якутск, и Нерюнгри, и Мегино-Кангаласский район.
В год детства с подрастающим поколением продолжится разноплановая воспитательная и просветительская работа. Зачастую эта деятельность носит комплексный характер. Педагоги и наставники активно взаимодействуют со специалистами различных организаций и сфер. На этих кадрах мы видим, как старшеклассники пытаются спасти мир от страшной опасности. Из лаборатории Алданского филиала Республиканского центра СПИД похищен образец опасного вируса. Если он будет выпущен на свободу, человечество может погибнуть. Квест-игра прошла в канун Дня борьбы со СПИД. Конечно, наша задача в первую очередь, чтобы молодежь она была все-таки за здоровый образ жизни и предоставить альтернативу пагубным привычкам, направить их все-таки в правильное русло для сохранения здоровья, жизни человека. Квест был организован Алданским филиалом Республиканского центра СПИД совместно с медицинским колледжем и молодежной организацией «Ориентир». Оказываясь в ситуациях риска, молодежь должна четко осознавать последствия и придерживаться тактики безопасного поведения. Главной целью игры стало повышение грамотности и формирование в обществе гуманного отношения к ВИЧ-инфицированным. На сегодняшний день на учете по ВИЧ-инфекции в Алданском филиале состоит 72 человека. И за 11 месяцев этого года уже выявлено взято 23 человека. В квесте приняли участие старшеклассники 4 алданских школ. На каждой из нескольких станций школьникам предстояло показать, что они знают о ВИЧ и СПИД. Какие существуют пути передачи вируса иммунодефицита? Могут ли отсутствовать симптомы заболевания? Для чего необходимо регулярно сдавать анализы? И какова длительность периода окна, в который инфекцию невозможно обнаружить лабораторным путем? В вопросах, тестах и ситуационных задачах поднимались различные аспекты ВИЧ. Молодежь важно научить, наверное, любить себя, беречь свое здоровье. Одна из наших главных целей – это пропаганда ЗОЖ. С заданиями ребята справились успешно, и вскоре все этапы игры были пройдены. Обнаружив украденный вирус, школьники обезвредили его. Моим ребятам все легко далось, мы очень быстро справились с заданиями. Они у меня вообще молодцы. Они очень подкованы, и я очень рада, что сейчас очень сильно освещается эта тема. Я думаю, что абсолютно не было сложных заданий. Если ты это хорошо знаешь, то для себя все легко. И мы обрели очень много интересной информации. В приоритете остается патриотическое воспитание молодежи. В учреждениях образования проводятся классные часы и круглые столы. Для подростков организуются встречи с военнослужащими. Кроме того, юные патриоты принимают участие в поисковых экспедициях по местам боев Великой Отечественной войны. На исходе февраля в Алдане на базе политехнического техникума пройдет республиканский слет юнармии, в рамках которого запланированы полевые учения. Впервые такого рода встреча состоялась в прошлом году. И слет имеет все шансы стать традиционным. 2024 объявлен в Якутии годом детства, и все направления работы с детьми и подростками обретают особую актуальность и новый масштаб.